Вчера мы начали месяц, октябрь, посвященный Матери Божией и молитве на Розарий. Сегодня, кроме того, что в воскресенье имеем также память ангелов-хранителей. С нами есть всегда и везде ангел-хранитель. Бывают такие моменты в нашей жизни, что ему есть не очень комфортно смотреть на нас, когда мы находимся в греховном состоянии. Поэтому в начале Святой Мессы осознаем наши грехи. Читание из Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи! В то время сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру, зерную горчичную, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она слушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди и скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и пропояшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думай. Так и вы, когда исполните все повеленные вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Апостолы просят Иисуса: умножь в нас веру. И Господь им сразу показывает, что действительно просьба их есть очень мудрая, что если бы ваша вера была как зерно горчичное, сказали бы вы смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, и она послушалась бы вас. Зерно горчичное есть меньше, чем зерно мака. Господь говорит о горчице, которая живет в святой земле. Она имеет очень малюсенькие зернышко. У меня дома где-то есть. Однажды я привез из святой земли зерна горчичные. Где-то в 10 раз меньше, чем зерно мака. То есть Господь говорит нам, что если даже вот такая вера будет, как зерно горчичное, то мы действительно будем уповать на Господа
с таким стопроцентным упованием, что Бог все может, что Бог есть всемогущий. И тогда, когда я не могу, Бог может. Мы сами по себе ничего не можем. Все, что нам в жизни получилось, все, что нам удалось сделать полезное, это все благодаря действию Бога. Сегодня память ангелов-хранителей. В момент нашего зачатия, когда еще наши мамы носили нас под сердцем, Бог Отец дал нам ангела-хранителя для того, чтобы Он опекал нас, чтобы помогал нам на жизненном пути. И ангел, он идет с нами. Мы его не видим, он нас видит и есть всегда рядом. Бывает, что мы очень его огорчаем, потому что как чистый дух, ангел есть чистым духом, он ничего общего с грехом не имеет. И мы его огорчаем, когда грешим. Он не может нас заставить, а мы своей волей избираем грех и заставляем его находиться в для него очень неудобном положении. Поэтому сегодня в праздник ангелов-хранителей хотим прежде всего попросить прощения у наших ангелов-хранителей. Нужно во время этой литургии сегодня и вечером перед сном своими словами попросить, чтобы простил нас также наш ангел-хранитель. Когда Бог нас прощает, Он тоже прощает, потому что Он соединенный с Богом. Когда мы идем на исповедь, прощает нас Бог и прощает нас и наш ангел, все ангелы и все святые в небе, потому что они соединенные с Богом. Получаем прощение так сильное, что даже не можем себе этого представить. Но стоит нам хотя бы один раз в год осознать, что мы обижаем нашими грехами не только самих себя, не только людей, а также и ангела нашего хранителя, который старается днем и ночью есть с нами, утром и вечером, чтобы помогать нам идти к Богу. Поэтому просим, особенно на молитве Розария, все явления Божьей Матери сопровождались ангелами. Мария есть царицей ангелов. Она есть выше, чем ангел. Хотя Мария есть человеком, но Бог ее поставил выше ангелов, потому что ее пречистое сердце, верность Богу, смирение и кротость так нравились и нравятся Богу, что Бог ее поставил превыше ангелов. Поэтому ангелы сопровождают всегда Деву Марию. Каждый город имеет тоже своего ангела-хранителя. И храм тоже имеет своего ангела-хранителя. Это очень важно помнить о том, что и важные собрания, они проходят всегда под покровительством ангела-хранителя. То есть Бог посылает ангелов. Бог дает нам чистых духов, которые нас опекают. И когда мы молимся о Розарии, возле нас множество ангелов, потому что эта молитва очень Богу нравится. Потому что ангелы видят, что благодаря этой молитве нисходит огромная благодать.
благодать передает нам Бог через Деву Марию, через святых при служении ангельском. Так само, как каждая святая литургия, тело и кровь Христа, жертва Христова, поднимается руками ангелов на престол Господний. То есть во время литургии, кроме нас в храме, есть множество ангелов. Это не легенда и не сказка. Они реально присутствуют. Если Бог хочет, ангел может явиться чем-то похожим на тело человеческое. И часто ангелы в Ветхом Завете и в Новом являлись в лике человеческом, что люди даже думали, что вот этот человек, а это был чистый дух от Бога посланный, чтобы что-то очень важное нам сказать. Поэтому не забываем, что имеем друзей, которых дал нам Отец Небесный, что имеем розарий, с которым можем идти на работу, молиться на улице, в храме. Весь этот месяц мы молимся перед выставленными святыми дарами. Хорошо, что мы пришли сегодня за полчаса до службы, так будет и в следующее воскресенье, 10:30 придите. Очень сильна молитва перед выставленными святыми дарами. И старайтесь не стоять на улице 10:30, ожидая, когда начнется служба. Потому что это великая сила. Ты находишься рядом с источником благодати, и вместо, чтобы помолиться перед службой, приготовить сердце на принятие Господа, то ты разговариваешь. Ждешь возле ворот, вот тут возле дверей, чтобы с кем-то поговорить. Тебе не интересно в храме. Приходишь только, чтобы хаечку поставить, что я был. Да отметимся на службе и все. Все, что перед службой и после службы, меня не интересует. Вот я был на службе, а чтобы эту благодать принять, которую Господь тебе дает во время молитвы на розарии, выставленные святые дары, живой Иисус. А лукавый тебе говорит, а зачем он тебе нужен? Лучше постоять там, интересно, погода хорошая, люди приходят, родственники, друзья, я поговорю с ними. Может, еще кому-то косточки прочищу, может, пообсуждаю кому-то, а потом на службу. После службы опять пойду к тетушке, пообсуждаю всех, пока скажу, какой я хороший, а все остальные плохие. А тут Иисус на алтаре, вместо, чтобы использовать вот этот момент, и набраться духовной силы на всю неделю, то ты так ничего не понимая, приходишь такой грустный, пришел в храм грустный, ушел, потому что тебе это все накладывает. Вот, чтобы было покороче, было бы хорошо. Братья и сестры, нужно перевернуть мышление. И тогда розарий будет тебе нравиться, он будет твой друг, и будешь помнить, что ангел, хранитель твой доволен, когда ты с ним в храме находишься. Всю неделю находишься в разных ситуациях, в каких местах приходится тебе бывать. То хотя бы в храме не жалей времени здесь, чтобы твой ангел-хранитель вместе с тобою побыл на святом месте и был свидетелем, как Бог одаривает тебя великой благодатью. Господь с вами. Да будет имя Господне благословенно. Помощь блаженней Господа. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Отец мой, Отец добрый, Тебе посвящаю. Номер 345.